Одну квартиру за другой обходят представители сегодняшнего рейда, но, похоже, таким незваным гостям здесь не очень рады. Соответственно, проверить состояние газового оборудования в их квартирах не представляется возможным. И неудивительно, потому как жители города производят оплату за потребленный газ всего 21%. Безопасность людей превыше всего, отмечают сотрудники МЧС, потому, несмотря на все сложности, их проверки будут продолжены. Практически ежедневно мы проводим вот такие мероприятия, поквартирные обходы, доводим до населения меры пожарной безопасности в быту, период отопительного сезона, объясняем им их нарушения, подсказываем, вручаем памятки о мерах пожарной безопасности в быту. В основном мы выявляем нарушения, факты это то, что неправильное подключение котлов, подключают к вентиляции, общей вентиляции дома. Вот из-за этого у нас случаи угарного газа случаются, поэтому вот объясняем вот эти меры. Под проверку сегодня попали не только многоквартирные дома, но и бараки, расположенные в Назране. Картина здесь оставляет желать лучшего. И газ, и свет сюда провели кустарным способом. Представители МЧС в очередной раз предупреждают о последствиях в случае неустранения нарушений. По требованию, К жильцам этих бараков у надзорных органов больше внимания. Люди здесь живут уже много лет, да и мало кто хочет что-то менять за свой счет. Айше Дахилькова уже 26 лет живет в таких стесненных условиях. Женщина отмечает, что она всегда соблюдает правила безопасности при эксплуатации газового оборудования и плит. Запах бывает. Запах даже запах, или вызываешь кого-то, да, или отключаешь, ну там это постоянно лежишь, или мудой, от собой они ночью этим газ всякие, чтобы тепло было им. Жду. Есть же такие вот, замерзают, холодно, да. А мы боимся этого. Страшно очень. Проверки в многоквартирных домах по улице Московской также не принесли никаких результатов. Проверить состояние газового оборудования здесь также не представляется возможным, но представители администрации Назрани уверены, что дойдут до каждого потребителя и напомнят жителям, что невнимательность может причинить вред человеку, его близким и соседям. Администрации, сотрудники МЧС и представители газовых служб и Ингушэнерго. И совместно эта группа проводит подворный обход по всему городу для предупреждения этих несчастных случаев, взрыва бытового газа или там возгорания или таких случаев, чтобы не происходило. По словам представителей надзорной деятельности, работа по соблюдению норм пожарной безопасности проводится регулярно и делается это в первую очередь для безопасности жителей республики. Некоторые жители с пониманием относятся к вопросам пожарной безопасности со всей ответственностью, устраняются нарушения, но есть и которые не устраняют нарушения требований пожарной безопасности. Соответственно, это приводит к возникновению пожара или отравлению угарным газом. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому жителям еще раз напоминает об элементарных правилах безопасности и о том, что их жизнь зачастую находится в их собственных руках. Светлана Томова, Майырбек Миржоев. Новости 24.